Хәлыбзиақәа акыр иаԥсоу ҳтелехәаԥшцәа ирыцаҳҵоит жәлар реизарахь алхрақәа ирызку ишиашоу ицо ефирқәа. Иахьа иаҳтоуп ажәахатәи алхратә ҭыԥхада аҟынтәи акандидатцәа. Здравствуйте, уважаемые кандидаты. А я напоминаю, сегодня у нас в эфире кандидаты в депутаты Народного собрания Республики Абхазия Цандрыпского избирательного округа номер 13. Касян Вагарша Карамович, вице-спикер Народного собрания Абхазии 5-го созыва, по специальности техник-строитель, кавалер ордена Леона. И Трапезанян Галуст Парнакович, педагог по образованию, депутат 2 созывов парламента республики, председатель армянской общины, герой Абхазии. Уважаемые кандидаты, позвольте вас ознакомить с форматом нашей сегодняшней встречи. В первой части дебатов каждому из вас предоставляется 2 минуты для приветственного слова, в котором вы можете рассказать о своей предвыборной программе. Таймер будет установлен на экране. Во второй части дебатов мы перейдем к обсуждению актуальных вопросов и непосредственно к дебатам. В завершении встречи каждому из вас будет предоставлено по 1 минуте заключительного слова. Итак, мы переходим к первой части наших дебатов. Вагарша Карамович, ваши 2 минуты. Я хотел вам сказать, что я не только техник-строитель, я и политолог, и преподаватель социально-политических дисциплин, о чем вы не упомянули, но речь, в общем-то, не об этом. Я бы хотел обратиться к своим избирателям. Для меня это веха, как бы и отчетная. За этот период, дорогие избиратели, мы сделали вместе с исполнительной властью немало добрых дел в нашем округе. На самом деле это не лично моя заслуга, и тем не менее я считаю себя причастным к этим делам. Это и работы, проведенные по комплексной программе, это и работа благотворительного общества фонда Амшен по школьным программам, это по программам Министерства здравоохранения, оказания помощи за границей. Во всех этих делах мне приходилось принимать участие, но я не считаю это самым главным за это пройденное время, а самое главное, то, какого мы успеха добились за это 5-летие, это создание и принятие Трудового кодекса Республики Абхазия. Я был его инициатором, и проведя все терни парламента, в январе этот Трудовой кодекс вошел в силу. И мы сегодня можем этим гордиться, что он у нас есть, и можем работать по этому поводу. Мы вас услышали. Большое спасибо. Галуст Парнакович, ваши 2 минуты. Ну, я хотел бы поздравить всех. Сегодня такой праздник, 23 февраля. И хотел бы в первую очередь пожелать избирателям с этим праздником, потому что многие еще с советских времен помнят, что за праздник. Ну, я хотел бы сказать, что я сегодня как кандидат по Цандрыпскому избирательному округу 13. До этого был я дважды депутатом парламента по Гумистинскому. И многие знают, на что можно обратить внимание. Но я сегодня хотел бы сказать, что Цандрыпский округ – это ворота в Абхазии, это тот регион курортный, где надо особо уделить внимание. Я действительно готов трудиться, зная не только в парламенте, потому что я работал и в правительстве долгое время, и знаю, как это можно организовать для того, чтобы иметь желание помочь, поддержать этому округу, Цандрыпскому избирательному. Я надеюсь, что избиратели знают, понимают, и они сделают выбор. Большое спасибо. Я так понимаю, на этом вы закончили свое вступительное слово.
На этом вводная часть наших дебатов завершена, и мы переходим к обсуждению актуальных вопросов. И для этого я хотел попросить бы кого-то из вас, уважаемые кандидаты, подойти к урне и достать вопрос. Вы можете сами его зачитать. Так, императивный мандат, неприкосновенность депутата. Ну, если вы позволите, я еще раз зачитаю тему для наших телезрителей. Первая тема обсуждения – это императивный мандат и неприкосновенность депутата. И в связи с этим возникает, наверное, самый очевидный вопрос. Считаете ли вы необходимым введение императивного мандата? Вагаршак Арамович, вам слово. Вы считаете, что я должен ответить? Я не считаю это. Я не считаю это правильным. И думаю, не должно быть такое право. У избирателей есть осознанное время в предвыборную кампанию изучить своего кандидата, изучить... Ну, в принципе, мы в Абхазии все друг друга знаем, ну, иногда чересчур, наверное, много. И поэтому говорить об императивном мандате, я думаю, не стоит. Ну, у нас есть все возможности, если депутат совершил преступление, его наказать, в конце концов, в бытность депутата. А отозвать, я считаю, что... Ну, можно найти оппонента, ну, скажем, первого оппонента, который не прошел после него, то обязательно через годик он соберет, ну, наверное, энное количество, там, как одну императивность у нас это не прописано, слава богу, но, ну, допустим, по закону там какое-то энное количество подписей, чтобы отозвать депутата. Ну, ваша позиция по этому вопросу понятна. Отрицательная, да, совершенно. Вопрос очень важный, и хотелось бы услышать вашу точку зрения, Гауз Парнакович. Ну, я, наверное, противоположный. Дело в том, что я, находясь в парламенте 10,5 лет, я знаю, что вот лично мне, да, если касается, я готов был вообще не отказаться от неприкосновенности, потому что депутат парламента, это законодатель, это не какой-нибудь там исполнительный или бизнес или все остальное. И потому он должен знать, чем должен заниматься. И у него не должно быть гарантии, что он неприкосновенный. Вот я бы сам отказался бы от всего для того, чтобы, если я хочу пользу принести, то я его сделаю. А если посчитает, ну, это не 5 человек собрать для того, чтобы сказать, он не подходит и все. Это вообще процедура другая, которую люди должны осознанно отзыв депутата. И потому здесь бояться нечего. Для меня это вообще не имеет значения. Я считаю, что можно и без мандата прикосновенности. Так что в этом вопросе я не вижу ничего. То есть вы предлагаете ввести императивный мандат? Конечно. Я считаю, кто считает себя законопослушным, кто считает себя, что он может не идти там по каким-то крайностям, то для него это абсолютно не играет роли. Какие риски влечет за собой введение императивного мандата? Вы можете сказать, занимая противоположную позицию? Вагаршак. Разумеется. Арамович. Да, разумеется, какие риски несет. Я уже отметил, что первый оппонент, который был, ну, в первую очередь, он бы, скажем, первый претендент на этот мандат, он, ну, я не знаю, может руководствоваться чем угодно, даже чистолюбивыми просто этими порывами, запросто через год, вменяя действующему депутату ну, все что угодно, начиная от дорог и трансформаторов, что у нас сегодня актуально, можно собрать, я думаю, в наше такое, скажем, не совсем благополучное время в экономическом смысле, запросто можно собрать эти подписи. Ну, как оно будет выглядеть? Сейчас мы не говорим о самой процедуре, потому что эта процедура не прописана. Но если бы она была, скажем, в виде того, чтобы собрать подписи и отозвать, да, если представим таким образом,
то, мне кажется, это вполне возможно. И это взбудоражит всю общественность, я думаю, в республике. И это начнется, эта вакханалия начнется в каждом, скорее всего, округе. Вот. Позвольте уточнить, по вашему мнению, я так понимаю, наше общество пока не готово к введению императивного мандата. Может быть, ряд причин? В принципе, вот первая причина, это, я думаю, что наша необустроенность, материальная необустроенность. У нас везде, в нашем 13-м округе, практически везде в селах разбиты дороги. Нормального электричества нет. В поселке канализации нет, водопровода нет, того нет, другого нет. И поэтому законодателю, как ни странно, законодателю задают вопросы те, которые обязаны исполнять исполнительная власть, скажем, местные депутаты, принимая местный бюджет, должны решать некоторые вопросы. Но это проецируется на депутата парламента. И вся эта необустроенность проецируется на депутата парламента. Поэтому устроить то, что мы понимаем под этим, очень легко. И мне кажется, это можно проецировать на всю Абхазию, потому что, практически на всю, где неблагополучные места могут быть. Исходя из ваших рассуждений, возникает вопрос вообще, есть ли какая-то форма, видите ли вы какую-то форму, скажем так, контроля избирателями своего кандидата, своего депутата? Разумеется. Если не императивный мандат. Вот я говорю, что идет избирательный процесс. Идет избирательный процесс, и каждый избиратель волен выбрать. Нас 5 кандидатов в округе. Оценивая каждого, достоинство каждого, у избирателя есть право выбрать сегодня. И в конце концов, я еще раз хочу повторить, что избиратель, он достаточно грамотен, но его обыденные вот эти проблемы ежедневные, это и дорога, и школа, и электричество, вода, все это он проецирует на законодателя. Понимаете, в чем дело? Позвольте уточнить, получается, наше общество и к форме контроля какой-то определенной пока не готово? Я думаю, да. Знаете почему? Потому что вот вся эта необустроенность его толкает на эти вещи. Потому что первым объектом будет депутат. Галуз Парнакович, да. Вы высказались за непринятие императивного мандата. А как вы относитесь к снятию депутатской неприкосновенности? Знаете, вопрос в чем вообще смысл глубокий? Дело в том, что, посмотрите, 35 депутатов парламента. Вот их избрали, они вообще забывают, где их округа. Они не имеют связь с теми избирателями, которые есть. Да? И вот у них получается такой вакуум, что боятся, что вот завтра отозвут. Если каждый депутат, откуда он избирается, если он будет иметь постоянный контакт, будет иметь, допустим, приемный где-то в каком-то центре, да, он будет постоянно в контакте с теми же избирателями, и тогда эти вопросы могут не возникать, потому что только так можно решать многие вопросы, не то что исполнительная власть, и законодательная власть может много делать, потому что бюджет... хотелось бы услышать вашу позицию по вопросу отмены депутатской неприкосновенности. Как вы считаете, есть в этом необходимость? И как это может повлиять в целом на работу парламента? Я думаю, никак. Потому что парламент – это не работа. Это избираемый округ, где люди приходят осознанно, что они идут туда не на работу, а идут законотворчеством. И тогда, когда возникают вопросы, вот когда мы говорим, если каждый кандидат депутата поймет, и депутат, который уже был, да, он понимает, что есть рычаги, когда принимается бюджет. Пускай будут республиканские местные бюджеты, там есть время, когда можно использовать именно по просьбе наших избирателей. Но это надо все организовать так, чтобы ты постоянно участвовал. Но если ты не участвуешь ни на сессиях, не участвуешь в парламентских каких-то слушаниях, дебатах, тогда, конечно, у тебя получается. Я лично, да, от этого не вижу для себя гарант, что я могу быть отозван или что. Вы выступаете за снятие императивного, депутатской Если вопрос станет, я буду голосовать за снятие. Я вот обратил внимание на то, что вас возмутила фраза «парламент – это не работа». Да, поэтому парламент как раз-таки это работа, и наши избиратели, вот если мой оппонент это путает, то
И избиратели, в конце концов, тоже это путают. Что путают? Парламент – это работа, депутат – это работа. Самое настоящее – это законотворчество, это представление республики за республикой. В других странах это контроль за исполнительной властью, за контроль за тем же бюджетом. Это правильно. Да, но вы говорите, но не это работа. Не то, что ты устраиваешься на работу и думаешь, еще, что боятся. Галус Парнакович, Да. Вы уже сказали об этом, дайте я договорю. Хорошо. Хочу сказать, что я почему против отмены неприкосновенности, потому что не для себя, я законопослушный гражданин республики, но выражая интересы избирателей, мне приходится конфликтовать и с генеральным прокурором, и идти и к премьер-министру, и к президенту, в конце концов. Мне нужно оперативно попасть. Депутат имеет право попасть, да. Но извините, когда я вступаю из-за моего избирателя или из-за проблем округа в конфликт, скажем, с какой-то структурой нашей, исполнительной власти, правоохранительной власти, то, извините, в таком случае мы все люди, мы все человеки, могут начаться какие-то коллизии в плане законных претензий к моим действиям. И это не значит, что я буду своими полномочиями там, нарушать, там, какие-то влазить в другие сферы, но и тем не менее, когда я неприкосновенен... Ваша позиция по этому вопросу тоже понятна. И если вы не против, мы могли бы перейти к обсуждению следующего актуального вопроса. Для этого я кого-нибудь из вас... Да, пожалуйста. Спасибо. Следующая тема, которую мы будем с вами обсуждать, это развитие промышленности Абхазии. И в связи с этим возникает вопрос, вообще на каком уровне, по вашему мнению, находится сегодняшняя наша промышленность? И что для этого может сделать депутат парламента? Галус Парнакович. Ну, дело в том, что если я был бы в курортной сфере, я, конечно, очень много сказал бы. Потому что бюджетообразующий, я думаю, что сегодняшний день это курорт. Ну, промышленность, конечно, у нас такой тяжелой промышленности или какой-то в этой сфере, конечно, она не будет, потому что наша зона курортная сфера. И, естественно, есть те позиции, которые необходимо было бы вообще у нас в Абхазии. У нас экологически чистый регион. Если с этой позиции, конечно, можно было сделать очень много переобрабатывающих. Но мы пока не готовы к развитию тяжелой промышленности. Конечно. Потому у нас есть вообще специфика для того, чтобы мы могли сами обеспечить для наших же туристов, которые заезжают в Абхазию, этот аграрной сфере переобрабатывающие такие мини-заводы, такие, которые могли бы обеспечить рабочие места, необходимо. Сельское население можно было подтянуть на это. И то, что есть сегодняшний день, те сферы, которые у нас сегодня не функционируют. И было бы хорошо вообще у нас в Абхазии, особенно та часть, которая восточная, очень не задействована. Вот. И могли бы там создать какие-то места, где могли бы именно, если одна вредит курортному сферу, то можно было там организовать такие предприятия, которые могли бы обслужить. Уважаемые кандидаты, мы, к сожалению, немного ограничены во времени, поэтому, если это возможно, я просил бы вас давать более короткие, лаконичные ответы. Ваша позиция по этому вопросу ясна, спасибо. Я хотел бы вас попросить выразить свою точку зрения по этому вопросу. Ну, в принципе, Абхазия довоенная была индустриально развитой страной, И в этом смысле наше производство убила война, и послевоенная наша разруха, и моральное их устарение состоялось. Сегодня Абхазии на самом деле нужна промышленная революция, нужна, если хотите. Я это вижу
мы не пользуемся этим. Это, возможно, горнодобывающая промышленность могла бы развиваться. Мы не занимаемся разработкой цветных металлов, которые у нас достаточно в горах залежей. Мы не занимаемся также нефтедобычей. Ну, всем этим, как вы считаете, есть необходимость, то есть есть надобность заниматься? Разумеется, надо, но те разумные количества, в каких количествах заниматься, чтобы самодостаточную экономику построить, вот этот вопрос нужно нашим специалистам или привлеченным для нас отработать. Поэтому это нужно делать, но вот в каких пропорциях нужно иметь ответ специалистов. Уважаемые кандидаты, вторая часть наших дебатов подошла к концу. Мы услышали ваши позиции. И сейчас у каждого из вас есть возможность задать вопросы друг другу. Воспользуетесь ли вы этим правом? Пожалуйста, если у него есть вопросы ко мне. Нет, я хочу, чтобы вы задавали. А что задавать друг другу? Тем более мы друг друга хорошо знаем. В таком случае мы переходим к третьей части нашего эфира. И в третьей части вопросы будет задавать ведущий. И вот первый вопрос, который хотел бы я вам задать, это вопрос, связанный именно с тем округом, от которого вы избираетесь. Скажите, каким вы видите его развитие? Что нужно сделать для улучшения жизни в этом приграничном туристическом поселке? Пожалуйста. Ну, вы затронули самый такой больной вопрос, который действительно, я думаю, что первый. Для того, чтобы сезон 17-й год курортный, для того, чтобы она действительно дала большие результаты, в первую очередь, это должно быть обеспечен электричество, которое у нас часто отключаются. Вода, инфраструктура, которая сегодня в очень таком бедственном положении. Потом, сегодня мелкий бизнес такого масштаба, который она опережает вообще какие-то другие инвестиции. И получается, что люди себя строят мини-гостиницы, но когда они строятся, почему отдыхающие многие жалуются на то, что нету инфраструктуры? Можно построить что угодно, нету сервиса. Я вот сам руководитель один из таких курортных объектов, и я понимаю, каждый у себя мы что-то делаем. Но вот за пределом уже там ничего хорошего нет. И вот это, естественно, я думаю, что должна быть какая-то программа, которая могла бы обеспечить для того, чтобы туристы, приезжая в Гаганскую зону, особенно город Гага, до сих пор парк не функционирует на том уровне, который был. Но есть у вас в планах в случае своего избрания развитие этой программы? Разработка и развитие, воплощение в жизнь. Знаете, есть любой человек, он может что-то сделать в своем уровне полезно. Тем более, если ты депутат парламента, то, естественно, я говорил, что когда бюджет принимается, естественно, всегда депутаты участвуют в этом. И тот закон, о котором мы сейчас говорим, там можно было очень многие вопросы, которые заранее, зная, какие проблемы там, изучая, и можно эти вопросы там сделать предложение и на это подкрепить то, что я говорил, что депутат парламента может одновременно оказывать содействие для того, чтобы исполнительная власть непосредственно там сделала то, что необходимо сегодня, а не то, что там перспективные планы. Вот эти вопросы можно решать. Именно ворота Абхазии – это приграничная зона Гагарская, которая могут способствовать. Спасибо большое. На самом деле мой оппонент часто проецирует Цандрипский избирательный округ с Гагарским курортом. На самом деле это так, Гагарский район, но однако он его проецирует с Гагра. Но это, мне кажется, все же как бы обособленное курортное хозяйство, весь Цандрипский округ. И на самом деле он прав в том, что говорит об инфраструктуре, которую надо частью восстанавливать, частью строить. И в первую очередь это у нас вопросы канализации на самом деле. У нас курорт задыхается в прямом и полном смысле. У депутата парламента есть такие возможности для того, чтобы это изменить? Дело в том, что да, на самом деле я лично занимаюсь этим вопросом совместно с поселковым собранием, с депутатами
с главой администрации поселка, я этим занимаюсь. И для того, чтобы веду согласованную работу, так сказать, по этим процессам. Хочу заявить на всю Абхазию, что мы хотим сделать сметные работы за свой счет. Я хотел бы уточнить, мы это кто? Мы это вот все, и исполнительная местная наша власть, и в том числе я и весь депутатский корпус поселка Цандрипш, и же с нами наша компания в республике, хотим произвести сметные работы, кстати, за свой счет, мы договорились уже об этом, и будем предлагать руководству страны, чтобы наш проект включили в комплексную программу. Я, к сожалению, вынужден сообщить, что у нас осталось совсем мало времени, а впереди еще часть нашего эфира, в которой каждому из вас будет выделено по 1 минуте для заключительного слова. Начнем с меня? Вагаршак Арамович, ваша минута для заключительного слова. Дорогие избиратели, если вы мне доверите свой голос, я собираюсь в 6-м созыве поработать над пенсионным законом Республики Абхазия. Я достаточно собрал материалы, изучаю опыт других стран, и в том числе и Российской Федерации, Армении, прибалтийских наших государств, Белоруссии. Я считаю, что несправедливо то, что сегодня наш пенсионер получает, обычный среднестатистический пенсионер, получает 500 рублей. Я собираюсь инициировать закон, в котором будет часть пенсии будет накопительной. Но какую формулу это обретет, покажет время, потому что надо изучить опыт других стран. А так, в конце хочу сказать, что на самом деле я знаю все проблемы округа. И не только я знаю об этом, знает и исполнительная наша власть, и местные депутаты районного, и сельские депутаты. Мы знаем все проблемы, мы вместе работаем. И Бог даст, постепенно будем их решать. Сегодня бюджет, сейчас, сегодня и сразу. Ваше время подошло к концу, но... Сегодня и сейчас мы это не решим. Все наши проблемы с дорогами, с трансформаторами, с ремонтами школ и т.д. и т.п. Большое спасибо. Но мы будем к этому стремиться. Большое спасибо. Галус Парнакович, ваша минута. Уважаемые избиратели, я просто хочу сказать, что не будучи депутатом, вы знаете, сколько я делал и делаю, и независимо от чего я это буду делать. Вагаршак Арамович говорит, что именно если он будет заниматься пенсионным делами, 5 лет, будучи вице-спикером парламента, вы могли бы очень много сделать. Я просто хочу сказать, что, уважаемые избиратели, самое главное, чтобы вы пришли, поучаствовали в выборах, потому что лично от вас зависит, хотя говорят, что от вас ничего не зависит, вот именно сегодня зависит от вас. Придете, проголосуйте, дадите свои голоса тому кандидату, которому вы посчитаете нужным. Еще раз хочу вас поздравить с праздничком. Большое спасибо. Уважаемые кандидаты, на этом наш эфир подошел к концу. А я напоминаю, что сразу после небольшого перерыва в эфире Абхазского телевидения будет очередной раунд дебатов с участием кандидатов в депутаты Народного собрания Чловского избирательного округа номер 29. Не переключайтесь. Всего доброго.